Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к нам в Коране, говорит следующее. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я аюхан насу, инна халакнакум мин закари ва унса, ва джагалнакум шугуба ва кабайла литагарафу, инна акрамакум айндаллахи аткакум, инна Аллаха алиман хабир. Садакаллаху алазим. Всевышний Аллах обращается к нам. О люди, мы сотворили вас из мужчины и женщины. Мы сделали вас племенами, народами, для того, чтобы вы узнавали друг друга, познавали друг друга. Но поистине среди вас самый наилучший перед Всевышним Аллахом – это тот, который проявляет богобоязненность. Поистине Всевышний Аллах знающий, сведущий. Аллах Субханаху ва Тааля говорит нам о том, что создал нас от мужчины и женщины, то есть от Адама алейхиссалям и Хауа, радийаллаху анха. И после этого Аллах Субхану ва Тааля говорит то, что мы, люди разного рода, разного племени, разной расы, Всевышний Аллах создал нас разнообразными. Всевышний Аллах оказал нам эту милость для того, чтобы мы познавали друг друга, для того, чтобы мы узнавали самих себя, своих предков, и тем самым видели милость Всевышнего Аллаха. Альхамдулилля, Всевышний Аллах кого-то сделал сильным, кого-то слабым, кого-то высоким, кого-то низким. Это все милость Всевышнего Аллаха. В этом проявляется величие Всевышнего Аллаха. Но после этого Всевышний Аллах говорит о том, что наилучший среди вас перед Всевышним Аллахом – это тот, который проявляет богобоязненность. То есть все народы перед Всевышним Аллахом, конечно же, равны. Несмотря на то, что Всевышний Аллах кого-то облагодетельствовал одними качествами, кого-то облагодетельствовал другими качествами, кому-то Всевышний Аллах даровал религию ислам пораньше, кому-то даровал религию ислам попозже. Однако самый лучший перед Всевышним Аллахом – это тот, который проявляет богобоязненность. Альхамдулилля, мы, мусульмане Поволжья, тоже наблюдаем это, видим это. Всевышний Аллах даровал нам такую возможность принять религию ислам еще более чем 1100 лет назад. Наши предки, волжские булгары, в предводительстве Алмушхана, Джафар ибн Абдуллах, приняли религию ислам на официальном уровне в 922 году. И как раз приближаются эти даты, вторая половина мая. Альхамдулилля, это наша история. Это время, когда Всевышний Аллах облагодетельствовал нас своей милостью. Хотя делегация, то есть секретарь делегации аббасидского халифата Ахмад ибн Фадлан в своих записках упоминает даже такое, то что прибывшие в места Волжской Булгарии мы уже наблюдали мусульман. В некоторых данных указывается цифра, что в этих местах было 5000 мусульман. Альхамдулилля, это также милость Всевышнего Аллаха. Также в некоторых исторических источниках мы можем наблюдать такие цифры, что религия ислам в местах Волжской Булгарии была уже к 8 веку. Альхамдулилля. Но несмотря на это, даже 1100 лет назад, приняв религию ислам, наши предки сохранили это для нас. На протяжении более чем 1000 лет в наших местностях, то есть в местах Поволжья, мусульмане живут, процветают и достигают довольствия Всевышнего Аллаха. Альхамдулилля. И также стоит упомянуть тот момент, когда это состоялось. То есть принятие религии ислам волжскими булгарами на официальном государственном уровне состоялось в тот момент, когда религия ислам проживала такое время, которое называется Ренессансом, то есть золотым веком ислама. То время, когда ислам процветал, давал свои плоды, бесчисленные плоды. Альхамдулилля, наши предки удостоились принять религию ислам в это время и удостоились быть частью этого. Ведь об этом упоминают такие ученые, как Шахабуддин Марджани, Ризаддин Фахраддин. И, конечно же, мы можем это наблюдать в наших книгах. И это повод для небольшой гордости, для того, чтобы лишний раз поблагодарить Всевышнего Аллаха, лишний раз проявить благодарность и вознести мольбы Всевышнему Аллаху. Альхамдулилля. И даже после того, как
перестало существовать государство Волжская Булгария после XIII века, это дело продолжили их последователи. Пусть то будет в государстве Улус-Джучи, пусть то будет в государстве Казанское ханство, пусть то будут мусульмане в составе Российской империи, Советского Союза, на сегодняшний день Российской Федерации. Альхамдулилля, мусульмане на этих территориях живут, процветают, несмотря на трудности, несмотря на испытания, передают религию ислам из поколения в поколение. И, альхамдулилля, на сегодня мы можем видеть эти плоды. В наших местностях, в Казани, в Татарстане, каждый день, можно сказать, открываются новые мечети. Проводятся разные мероприятия, посвященные религии ислам. Альхамдулилля. Это милость Всевышнего Аллаха. Это то, чем мы можем гордиться и еще раз поблагодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он нам даровал такую возможность, за то, что Он дал нам эту милость. Ведь о милости Всевышний Аллах в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва ин та'удду ни'маталлахи ла тахсуха». Если вы начнете считать милость Всевышнего Аллаха, то, что Он вам даровал, вы не сможете сосчитать это. И действительно, то, что даровал нам Всевышний Аллах, наша еда, питье, одежда, работа, семья, все, что мы называем материальным. И помимо этого, есть еще и духовное благо, есть еще историческое благо, то, которым нас облагодетельствовал Всевышний Аллах. Приближаются эти даты, приближаются даты официального принятия религии ислам волжскими булгарами на государственном уровне. И, альхамдулилля, на наших землях в это время проводятся определенные мероприятия, которые посвящены тому событию, которое произошло больше, чем 1100 лет назад. В это время мы обращаемся ко Всевышнему Аллаху, мы совершаем деяния, которые приводят нас к довольству Всевышнего Аллаха, мы благодарим Его и, конечно же, передаем это из поколения в поколение, для того, чтобы не забывать, какую милость оказал нам Всевышний Аллах более чем 1100 лет назад. Пусть Всевышний Аллах поможет нам и дальше сохранить нашу религию, передать нашим предшественникам, нашим следующим поколениям, детям, внукам, и пусть поможет нам достичь довольства Всевышнего Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.